Энергетика и атомная электростанция. Чему следовать властям Якутии? Недавно я, автор Петр Юкагир, видел видео «Самая честная страна в мире» и был ошарашен, поражен увиденным. Как самая честная страна в мире Дания, которая отменила строительство АЭС в 80-х годах прошлого века, не имея природных богатств, стала самой передовой и одной из самых богатых государств мира. Одним из лидеров стран с самой хорошей экономикой. Посмотрев далее видео, вы все поймете. Власти Дании в 80-х годах хотели построить АЭС у себя, но местные жители с зоозащитниками, устроив митинги, были услышаны властями. Власть, услышав местных жителей, без всяких задержаний и тому подобное, начали развивать экологически безопасные энергетики, стали законодателями мод в этой области энергетики. Потом стали продавать свою экологическую чистую энергетику в другие страны. Так стали подниматься и развивать свою экономику, став одной из самых богатых государств мира с отличной экономикой. А нам, жителям Республики Саха-Якутия, нужна опасная, небезопасная атомная электростанция. Властям Республики Саха-Якутия, если хотят такого же экономического развития республики, пора отказаться от старых небезопасных энергетических систем, как АЭС, а развивать новые технологии по возобновляемой энергетике. Как иногда наши власти любят говорить, что Якутия является законодателем от новых законопроектов, то надо показать это делами, по факту, новыми исследованиями по развитию новых технологий и энергетики. Сейчас для развития жизни жителей Арктики как никогда нужно это. Сегодня мы познакомим вас с очень необычной страной. Здесь самые счастливые жители в мире. Это государство признано наименее коррумпированным в мире. Здесь вдвое больше велосипедов, чем автомобилей. Практически каждый житель страны умеет плавать. Автобусы могут при необходимости наклоняться на остановках направо, чтобы облегчить посадку инвалидов, женщин с детскими колясками и стариков. Попытка побега из тюрьмы здесь не считается преступлением. Если беглеца поймают, ему всего лишь придется досиживать свой срок. Государство относится к числу стран с наименьшим разрывом между доходами самых бедных и самых богатых и является ведущей страной по показателям уровня занятости населения. В стране практически нет зданий, высота которых превышает 6 этажей. Образование бесплатное на всех этапах. Рабочий день у большинства людей тут начинается часов в 8 утра, а заканчивается в 4 часа дня. Здесь не бывает ни сильных морозов, ни жары. Почти круглый год температура тут колеблется от прохладной до более-менее теплой. Уровень рождаемости один из самых низких в мире. Из любой точки страны до океана можно добраться всего за 52 километра. В 2020 году столица государства была признана лучшим европейским городом для жизни. Это Дания. Миниатюрное королевство в Северной Европе, которое называют жемчужиной скандинавского полуострова. В чем причина эффективного функционирования того или иного государства? Успешная борьба с коррупцией? Быстрое воплощение в жизнь инициатив в сфере образования и медицины? Разные правительства используют разные стратегии и тактики. Эффективность этих подходов оценивается разнообразными международными индексами и рейтингами, например, индексом верховенства закона, или индексом качества государственного управления Всемирного банка, или индексом социального прогресса.
Ежегодно проводятся опросы жителей разных стран. Данные обобщаются, изучаются, выводы публикуются, причем по разным категориям. И хотя на первый взгляд эти индексы отражают разные сферы государственной деятельности, раз за разом одни и те же страны занимают самые высокие места во всех рейтингах. Все скандинавские страны постоянно занимают высокие места в упомянутых нами индексах, но Дания отличается от своих соседей и от остальных стран мира тем, что в рейтинге «Основные человеческие потребности» Международного индекса социального прогресса у нее почти идеальные показатели. В эти потребности входят питание, медицинское обслуживание граждан и легкость доступа к основным видам коммуникаций и знаниям. Всеми этими преимуществами могут пользоваться не только граждане этой. В свою очередь, власть показала обратную сторону датского социализма – способность прислушиваться к мнению своих граждан, когда попыталась построить в стране первую атомную электростанцию. Под предводительством партии «Зеленых» вся страна вышла на улицы с протестами. И несмотря на то, что Дания – родина отца ядерной физики Нилса Бора, закон об атомной энергетике был отклонен. Власти полностью отказались от своей инициативы. Опять же, никаких кровавых зачисток студенчества и юношества сотрудниками военизированных спецподразделений с последующим разворачиванием внутриполитического кризиса типа Майдан-2 не произошло. Вместо этого, в ущерб многим другим статьям бюджета небогатого на тот момент государства, серьезные средства были направлены на разработку альтернативных источников энергии. Всего за несколько лет датские компании не только разработали решения, которые позволили обеспечивать энергетику страны энергией ветра на 20%, но и стали законодателями мод на мировом рынке альтернативных источников энергии. В кратчайшие сроки Дания обзавелась новой национальной идеей. Ею стал отнюдь не социализм сам по себе, а новая энергетика, иными словами, здравый смысл. Благодаря новым технологиям, финансированию государства и высокой лояльности рядовых граждан, государства в стране стали активно применять биэтанол вместо бензина, солнечные батареи, вторичную переработку отходов, экологичное сжигание мусора. Даже в качестве топлива для теплоэлектростанций стали массово применять вместо импортного угля родные и датчанам, и украинцам сено и солому. Имея очень скромный запас природных ресурсов, экономика Дании почти целиком полагается на человеческие ресурсы. Сектор услуг занимает большую часть рынка труда и экономики в целом. Развитая рыночная экономика Дании зависит от импортного сырья и внешней торговли. Экспорт составляет около 50% от ВВП Дании. Дания известна своей системой Flexicurity, разработанной, чтобы помочь предприятиям адаптироваться к быстро меняющейся мировой экономике, но не разрушая при этом их жизнь. Система позволяет работодателям легко и быстро увольнять работников, но она также гарантирует уволенным людям приличный пакет поддержки на срок до 2 лет, а также помощь в поиске новой работы. Дания является одной из наиболее развитых стран во всем мире. Показатель валового внутреннего продукта на душу населения составляет $49 883. По этому значению страна занимает 8-е место в мировом рейтинге. Что касается размера доходов, по данному параметру государство занимает 5-е место. Продолжительность рабочего дня в стране при этом составляет от 6 до 6,5 часов.